26 февраля по 6 марта 1926 года в Баку проходил первый всесоюзный тюркологический съезд. На него съехались с решающим голосом 131 делегат. Были представлены все тюрко-татарские народности Советского Союза, а также принимали участие специалисты Академии наук СССР, Научная ассоциация востоковедения, Украинская академия, Закавказская ассоциация востоковедения, зарубежные делегации, в том числе по 2 профессора из Турции и Германии, по 1 из Венгрии, Австрии и Персии. Одним из сопредседателей съезда был избран председатель Совнаркома Дагестана Кумык Джилал-эддин Каркмасов. На повестке дня значилось 14 вопросов, важнейшие из которых 3: терминология, орфография и алфавит тюркских народов. Всего на съезде было заслушано более 40 докладов и содокладов. Основным докладчиком по вопросам орфографии был профессор Щерба, а по вопросам научной терминологии выступил молодой тюркский ученый и один из наиболее активных участников съезда, профессор Азербайджанского государственного университета Чобанзаде. Каркмасов, выступая на съезде, сказал: «Латинский алфавит является продуктом многочисленных реформ, в то время как арабский недалеко ушел от своей начальной примитивности. Многократные революции более приблизили латинский алфавит к народным массам, тогда как арабский до сих пор обслуживает лишь ограниченный, так называемый высший класс народа, и что латинский алфавит выдержал испытания на опыте многих отдельных народов СССР. Ясно, следовательно, что мы должны принять латинский алфавит как более усовершенствованный, но принять, приспособив его к своему языку, сообразуясь при этом со всеми другими условиями нашей жизни». В завершение работы Каркмасов зачитал резолюцию съезда, в которой в частности говорилось: «Констатируя преимущество и техническое превосходство нового тюркского латинского алфавита над арабским и реформированным арабским алфавитом, а также огромное культурно-историческое и прогрессивное значение нового алфавита по сравнению с арабским, вместе с тем съезд считает введение нового алфавита и метод его проведения в отдельных тюрко-татарских республиках и областях делом каждой республики и каждого народа». Резолюция была принята большинством: 101 за, 7 против, при 6 воздержавшихся. Воздержались русские ученые, которые считали себя не вправе принимать участие при вынесении окончательного решения по вопросу, являющемуся делом самих тюркско-татарских народов. В течение последующих лет в Дагестане, как и в других республиках СССР, была продолжена работа по изучению опыта Азербайджана для возможного проведения у себя реформы алфавита, и в 1928 году состоялся перевод письменности на латинскую графику.